бытность Советского Союза и после распада Советского Союза, обслуживая Ельцина и Путина. Вот все эти варварские законы, которые сегодня существуют, и вся идеология, и вся политика, которая была направлена на то, что мы имеем сегодня, в этих процессах участвовали вот эти все российские либерал-демократы. Они эту систему создавали, сегодняшнюю новую Российскую империю под названием «Демократическая Россия», создавали эти так называемые либерал-демократы. Они способствовали тому, что Путин совершил агрессию против Грузии, против Чеченской Республики, в последующем совершил агрессию против Грузии, потом Украины, и сегодня является угрозой для всего цивилизованного мира. Безопасности – это возвращение в свой родной дом. В нашей программе мы постараемся упорядочить события и показать последовательность действий преступной группировки, которую можно назвать Ельцинско-Путинская по именам фронтменов этого клана, захватившего власть на последнем этапе провозглашенной советской номенклатурой перестройки и удерживающего контроль над активами и силовым блоком по сегодняшний день. Забегая вперед, скажу, что победившей группировке Ельцина хватило всего 3 года, чтобы покончить с иллюзиями интеллигентов о возможности построения демократического общества в России. Но зато они очень ловко сумели продать идею конца идеологического противостояния и победу демократии на Запад, да и внутри страны. Так что идея конца истории, которую провозгласил Фукуяма в своей книге «The End of History and the Last Man», вышедший в свет в 1992 году, по формальным признакам соответствовала действительности, а на самом деле помогла оформить идеологическую слепоту Запада по отношению к преступной группе, об истинных намерениях которой стали догадываться только сегодня, после того, как Путин объявил войну западной цивилизации. First time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, doviai no proviai, trust but verify. 1989 год стал концом правления советской номенклатуры сталинского типа, продержавшейся у власти 70 лет со времени перелома в гражданской войне в 1920 году и окончательно оформившейся как правящая элита в 30-х. Часть номенклатуры, выдвинувшей Горбачева на высший пост советской иерархии, выбрала путь либерализации как способ усиления своих позиций в разлагающемся, в том числе и под давлением западной пропаганды, классе советской бюрократии. Выборы Первого съезда народных депутатов СССР в 1989 году показали, что советская интеллигенция поверила в возможность либерализации идеи, продвигаемой западными демократиями и подхваченной партией Горбачева во время так называемой гласности, призванной сломать идеологическую систему в стране. Черномырдин даже не намекнул нам, что они собираются танки выводить. Я был в шоке, когда мой родной парламент, где, извините, я был депутатом, он горел и рушились эти стены и так далее. Я был в шоке от этого. Я потом 1000 раз их спрашивал, я говорю, ребята, а нельзя было как-то по-человечески? Мы не готовились к войне. Мы надеялись, что можно договориться сохранить мир в столице. Захват власти группировкой Ельцина прошел успешно, без всяких последствий для исполнителей и организаторов переворота. Запад стыдливо закрыл глаза на тысячи убитых
в Москве в октябре 1993-го. После молчаливого согласия лидеров свободного мира с убийством сотен тысяч чеченцев в последующие годы, нас это не удивляет. Не правда ли? Вопрос к либералам, демократам, защитникам Ельцина, читай преступная группировка чекистов, сторонникам прекрасной России будущего и прочей белиберды, которые вы хотите убедить всех в ваших благих намерениях. Где вы были в момент принятия Конституции России в декабре 1993 года? Что вы сделали, чтобы не допустить принятия этой Конституции, объявляющей захват независимого государства Чеченская Республика в 1993 году? Обратимся к главе 3, статье номер 65 о государственном устройстве Российской Недофедерации. Пункт 1 этой статьи гласит: в составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации. Перечисляются субъекты. И вот предпоследним мы видим. Да, наши зрители отлично знают, что там указано. Но для сторонних наблюдателей скажем: Чеченская Республика. Так что там с борцами за прекрасную Россию будущего? Может быть, вы болели? Может быть, вы еще не успели родиться на свет к декабрю 1993 года? Хорошо, расскажем для тех, кто не знает. Если говорить о объективности или о лжи, которые российские и политики, и журналисты, в большинстве своем последующем, к сожалению, и так называемые общественные представители правозащитных организаций, они все врали касаемо чеченского вопроса, чеченской независимости и чеченского суверенитета. Самое главное, вот если даже исходить из той конституции, которую они приняли на год, Россия приняла на год позже, как вы сказали, на год позже, чем Чеченская Республика, приписывали чеченцам какие-то митинговые страсти, который в результате был совершен государственный переворот. А тот факт, что в Москве средь бела дня из танков расстреливали законно избранный легитимный парламент, и только лишь из-за того, что они не пошли на поводу у так называемых либерал-демократов, которых Андропов в свое время направил на Запад для изучения рыночной экономики. И для Ельцина, который являлся уже к этому времени, являлся стопроцентным агентом КГБ и проводником их политики в новом государственном образовании, или вот тех новых государственных преобразованиях, которые КГБ наметила еще в тот период, когда в 1986 году направила так называемого Гайдара, Чубайса и несколько десяток других людей для изучения рыночной экономики. Горбачевская перестройка, она же не являлась таким сиюминутным. Этот процесс был заложен еще в тот период. И поэтому все врали. Чеченская Республика, в отличие от России, все реформы, политические реформы, они происходили в соответствии с тогдашними законами Советского Союза, России и международных законов. 24-26 ноября 1990 года Первый съезд чеченского народа провозглашает независимость Чечении. Уважаемые товарищи, дорогие наши гости. Я искренне поздравляю вас и себя с первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства. Декларация принята. И я при полном убеждении, что если даже у кого-то появится мысль противиться этому, то это будет потенциальный противник нашего народа.
8 июня 1991 года провозглашение Общенациональным конгрессом чеченского народа ОКЧН Чеченской Республики Нохчичеве. Двадцать 27 октября 1991 года состоялись выборы президента и парламента Чеченской Республики. Марта 1992 года парламентом Чеченской Республики была принята Конституция. 14 января 1994 года указом президента Джохара Дудаева к названию республики было добавлено слово «Ичкерия». Это было сделано, чтобы незаконно вписанная в Конституцию Российской Федерации Чеченская Республика даже формально не ассоциировалась с Россией. Когда Каспаров или другой, кто бы ни был, когда говорят о том, что был совершен переворот, они просто врут. И они это знают, что они врут. Дело в том, что если исходить из каких-то правовых аспектов, если даже исходить из той же самой Российской Конституции, которые прописаны и которая являлась не чуть ли священной коровой для российских либерал-демократов до позднего Путина, что они, ссылаясь на Конституцию, могли совершить любое преступление, которое они и совершили. Но в этой же Конституции были заложены все те войны и все те преступления, которые совершил Ельцин и ельцинская команда. Что это было? Одной из статей Российской Конституции прописано, что субъектами Российской Федерации являются регионы, областя, республики, национальные образования, подписавшие федеративный договор. И тут же в другой статье они вписывают Чеченскую Республику как субъект Российской Федерации. Республика, которая не подписала ни федеративный договор, не участвовала ни в каких референдумах, не принимала никакое участие в тех политических реформах, так называемых политических реформах, которые проводились в России. Однако они все ее вписали в Конституцию в 1993 году. И в 1994 году начали агрессивную войну. И как они назвали крупномасштабную военную агрессию? Наведением конституционного порядка. Сначала самостоятельно, одностороннем порядке вписали Чеченскую Республику свою в Конституцию, а через год решили навести конституционный порядок. Потому что Чеченская Республика развивалась по своим законам, которые они приняли еще с 90-го года. Эта страна и государство существовало уже третий год как независимое суверенное государство. А вот захват, начало агрессии было продиктовано тем, что еще в 93-м они включили ее в состав Российской Федерации. Что не было подписано этого соглашения, никакого федеративного договора. Не участвовало в учреждении должности президента Российской Федерации. В марте 1991 году, по-моему, проходил референдум по Советскому Союзу о том, чтобы вопрос был один. Сохранить Советский Союз, обновить, сохранить или же распустить. Естественно, Российская Федерация в этот же бюллетень включила вопрос о учреждении должности президента Российской Федерации. И когда эти бюллетени прислали в Чечено-Ингушскую Республику, и где был включен этот вопрос, Завгаев, тогдашний председатель
Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, уже не автономной, советской, социалистической, которой Россия до сих пор являлась таковым, Чечено-Ингушской Республики, он ответил, что Чечено-Ингушская Республика не является и не входит в состав Российской Советской Социалистической Республики, и поэтому включение в вопрос о учреждении должности президента России – это внутреннее дело самой России, и поэтому он не может быть включен в повестку референдума на территории Чечено-Ингушской Республики. Это 91 год. Докка Гапурович Завгаев, председатель. Ни Джахар Дудаев, ни Ендербиев, ни Закаев, никто, ни Масхадов, а Завгаев, Докка Гапурович Завгаев, он заявил об этом. И этот документ у нас имеется в архиве. 92 год. Раздел имущества после распада СССР. Первый из всех советских республик, которые в соответствии с договором, заключенным с Россией, оформила раздел военного имущества, это Чеченская Республика. Другой факт. Чечено-Ингушская Республика. Ингушская Республика, которая решила самостоятельно определить свое будущее в составе Российской Федерации, отколовшись от Чечни. И Россия этот факт признала, и уже Ингушская Республика существовала как отдельный субъект, который входил в состав Российской Федерации. И поэтому все, что говорилось вокруг Чеченской Республики и становления чеченского государства, наше государство было более легитимным, чем Российская Федерация и даже Советский Союз. Но поэтому расход или распад Советского Союза в разной форме, ее как угодно можно сегодня рассуждать на эту тему, как это происходило. Но мы говорим не правильно это или неправильно. Юридически, как это было оформлено. Вот заговор и государственный переворот был совершен в Беловежской пуще, когда 3 субъекта, сговорившись, подписали Беловежский договор и заявили о распуске Советского Союза. Чечено-Ингушская Республика в то время, в 1991 году, как раз-таки наравне с Белоруссией, с Россией, с Украиной и с другими союзными республиками готовилась подписать новый союзный договор. Поэтому наша легитимность, она не может быть оспорена нигде и ни при каких обстоятельствах, если исходить из каких-то правовых норм. И поэтому Россия никогда не хочет с нами говорить на эту тему. Они считают, для них удобнее решить этот вопрос бомбами и ракетами, что они и сделали, и что они пытаются сделать, сегодня учредив или создав на территории Чеченской Республики оккупационный режим. 3 года, как страна Чеченская Республика, которая веками боролась за свою независимость, живет своей собственной жизнью, со своей конституцией. Заметьте, у Российской Федерации конституции еще нет. Российская Федерация живет по конституции РСФСР, по конституции, которую она получила в 1978 году от СССР в порядке изменений в конституциях всех республик, входящих в СССР. Остановимся на минуту. Источником легитимности нового государственного образования под названием Российская Федерация можно было бы считать закон СССР, принятый 3 апреля 1990 года, в котором четко и ясно было сказано, каким образом союзные республики могут выйти из СССР. Не то чтобы этого права у них до этого не было, но право это было декларативным, без указания способа и путей развода с Советским Союзом. Так прямо и сказано: в соответствии со статьей 72 Конституции СССР, и далее весь перечень правовых вопросов, которые необходимо урегулировать для отделения от Советской империи. И тут же в этом же законе в статье номер 3 черным по белому сказано: за народами автономных республик и автономных образований
сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. В Союзе СССР сказано «пребывание в Союзе». Так вот, Чеченская республика, провозгласившая независимость, решила выйти из СССР и не собиралась после этого никуда входить, ни в РСФСР, ни в Российскую Федерацию, которой к тому моменту еще и не существовало. Не верите? Проверьте. Российская Федерация объявила о своем существовании 25 декабря 1991 года, через 7 месяцев с момента провозглашения Чеченской Республики. То есть Чеченская Республика уже существовала, а Российская Федерация продолжала оставаться союзной республикой в составе СССР. В Чеченской Республике был выбран президент, а в Российской Федерации Ельцин был избран как президент РСФСР. Сам выход РСФСР из состава СССР остается вполне сомнительным с правовой точки зрения мероприятием. В законе 90-го года во 2 статье просто и ясно сказано: решение о выходе Союзной Республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов Союзной Республики путем референдума, народного голосования. Кто-нибудь знает про референдум, который проходил в РСФСР о выходе из СССР? Вот в Украине референдум прошел 1 декабря 1991 года, и на нем 92% проголосовало за независимость Украины. Но в РСФСР ничего подобного не было. Был референдум 17 марта 1991 года, проводившийся в одно и то же время с всесоюзным референдумом Горбачева о сохранении СССР, на котором Верховный Совет РСФСР поставил всего один вопрос. Внимание! Считаете ли вы необходимым введение поста президента РСФСР, избранного всенародным голосованием? Кстати, на референдуме о сохранении СССР граждане РСФСР проголосовали за сохранение СССР. Это точно не референдум за выход из Союза. И да, конечно же, Чеченская Республика ни в каком референдуме о выборах Ельцина не участвовала, не было никаких оснований участвовать в делах другого государства. Есть еще одно мнение, что Россия возникла вследствие революционного процесса. Но что-то не припомню я никакой революции на этой территории. Не будем же мы всерьез считать августовский фарс с ГКЧП революции. В лучшем случае это внутривидовая борьба за Кремль в рядах партийной бюрократии, но никак не революция, поскольку государственное устройство и система в результате так называемого путча не изменилось. Поменялись ключевые фигуры в Кремле. Был отстранен от власти Горбачев. Ельцин осуществлял ползучий захват ключевых позиций. Так что, как ни крути, легитимность государства под названием «Россия» очень сомнительна. Вот и получается, что эта недофедерация учреждена была и не вследствие законного процесса, который прошли другие народы СССР, восстановив независимость своих государств. И даже не в результате революции, как это случалось нередко в мире. Преступная группировка Ельцина, состоящая в основном из чекистов, нуждалась в легализации, для чего и был предпринят государственный переворот 1993 года. Олигархи-чекисты нуждались в легализации. Они хотели участвовать в мировой экономике, а тут с такими сомнительными правами на собственность. Сегодня, во время войны со всем миром, мы хорошо понимаем, что оснований для беспокойства
у них было достаточно. Но вернемся к Конституции 1993 года. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Приходится согласиться с такой дефиницией, раз уж весь мир 30 лет соглашался с существованием этого образования под названием Россия. 13 декабря 1993 года публикует таблицу по результатам голосования, где перечислены все субъекты недофедерации. Смотрим результаты, и в 20-й сверху строчке находим графу «Чеченская республика». Ничтоже сумняшися, победители сообщают: избирателей 0, бюллетеней 0, за 0, против 0. А как еще могло быть проводить голосование на территории другого государства? Теперь-то мы знаем, что у этой банды может быть все что угодно. Сколько они уже провели референдумов на захваченных территориях. Но устроить голосование в стране, где даже не введены оккупационные войска, это прям в духе российской демократии. Так что с ответом на поставленный в начале фильма вопрос, где вы были в момент принятия Конституции России в декабре 1993 года, что вы сделали, чтобы не допустить принятия этой Конституции, объявляющей захват независимого государства Чеченской Республики в 1993 году? Вопрос к вам, строители прекрасной России будущего. Все так называемые российские либерал-демократы, они по своей сути на самом деле являются имперцами. Они империалисты, они не отказались от этой идеологии, от этой политики. А в конечном итоге любая империя, она формируется за счет захватнических войн. А во время захватнических войн любая страна совершает военные преступления, совершает массовые убийства, совершает преступления против человечности, совершает геноцид. Это, в принципе, можно обозначить, это терроризм на государственном уровне, террор. И вот когда сегодняшние российские либералы начинают говорить об истории России, и в то же время они говорят о будущем, каких-то изменениях, в их понимании смена путинского режима – это и есть революция, это и есть эволюция, это и есть гарантия того, что Россия станет правовым государством. Ничего подобного. До тех пор, пока сегодняшние российские либералы, демократы не распрощаются со своим террористическим прошлым, а их террористическое прошлое – это террористическое государственное образование, которому они служили и в бытность Советского Союза, и после распада Советского Союза, обслуживая Ельцина и Путина. Вот все эти варварские законы, которые сегодня существуют, и вся идеология, и вся политика, которая была направлена на то, что мы имеем сегодня, в этих процессах участвовали вот эти все российские либерал-демократы. Они эту систему создавали, сегодняшнюю новую Российскую империю под названием «Демократическая Россия», создавали эти так называемые либерал-демократы. Они способствовали тому, что Путин совершил агрессию против Грузии, против Чеченской Республики, в последующем совершил агрессию против Грузии, потом Украины, и сегодня является угрозой для всего цивилизованного мира. И во всем этом участвовали так называемые сегодняшние российские либерал-демократы. И они до сих пор не хотят отказаться от этого, и не хотят признать факт, то, что они были участниками вот этих всех преступлений, которые совершало российское государство от их имени, от имени народа всего российского. Поэтому до тех пор, пока они не заявят о том, что да,
Россия совершила агрессию против чеченского государства, Россия совершила агрессию против грузинского государства, Россия совершила агрессию против Молдовы, Азербайджана. И все эти горячие точки и горячие конфликты, которые имеются на всем постсоветском пространстве, это были заложенные мины вот именно сегодняшними так называемыми российскими либерал-демократами. И они должны от этого всего отказаться и сказать, что больше Российская империя не может существовать, и что они предлагают международному сообществу дорожную карту, которая обеспечивала бы дезинтеграцию этого террористического государственного образования. И только после этого мы можем обращаться, мы можем общаться, и мы можем о чем-то договариваться с так называемой российской оппозицией. До этих пор это одно и то же, что Путин, что они. Только Путин сегодня находится у власти, он является мультимиллиардером, а эти просто хотят прийти на место Путина и делать, и продолжать делать то, что делает сегодня Путин. Ну, может быть, чуть под каким-то другим углом. Но это все равно будут яйца только сбоку, да, вид яиц только сбоку. Поэтому никаких других предложений с их стороны по сегодняшний день и на сегодняшний день нет. Поэтому я их не воспринимаю ни как оппозицию, ни как либерально-демократическую оппозицию или будущего, который может гарантировать будущее и России, и другим народам, которые сегодня находятся в соседстве с этим террористическим государственным образованием.